Добрый день, уважаемые коллеги и друзья. Сегодня у нас лекция из цикла «Урби et Orbi». Сегодня нашим лектором будет Гинтаутас Мажейкис, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социально-политической теории университета Витаута Великого из Каунаса, Литва. Также он руководитель исследовательской классико-практической философии. Его докторская диссертация касалась темы ренессансского символического мышления. И сейчас я хотел бы передать слово Гинтаутасу. Спасибо Летучему университету за приглашение. То, что сегодня я буду говорить, это такие мои исследования, которые я делаю в рамках гуманизма, но в такой перспективе гуманизма, который был создан как студия гуманитатис еще в эпоху Ренессанса или относится даже к паидео, такое обучение вместе, самообучение и становление духа в эпоху античности, в работах Платона об этом говорилось. Но вместе с тем вот этот гуманизм в XIX веке претерпевает вдруг такой спад. До этого студия гуманитатис понималась как то, что человеком не рождается, человеком становится путем углубления в некоторые этические и эстетические ценности, например, путем интерпретации великих сочинений, Овидия, Вергилия или Данте или Петрарки, и что вот такое чтение, риторика, стилистика, экзегетика священных текстов и поэтических текстов, а также некоторый дух, как вирту, как храбрость или вообще вот эта энергийность, вот это является составляющей гуманности. 18-19 век через Линнея, Карла Линнея и Чарльза Дарвина вдруг постепенно сворачивает к изучению человечности через анималис, через животность. И в принципе это полностью перечеркивало вот всю эту студию гуманитатис идею. А с другой стороны, сам гуманизм превратился в филологию, изучение греческого и латинского языка. И третья вещь, которая меня как раз и заинтересовалась, в период упадка гуманизма, 19 век, именно вот упадок гуманизма в том смысле, о котором я говорю, в XIX веке появляется то, что для этой моей лекции очень важно, мифологические исследования. Их как бы долгое время они были такие маргинальные, что-то там метод экзегетики и зарождающейся герменевтики не относился к интерпретации этих мифов, и кроме того, все эти мифы рассматривались как некоторые вот сказания диких народов, таких как там в Полинезии или литовцев, например. Они тоже к диким относились, по мнению немецких этнологов. Вот. Но тем не менее, вот вдруг показывается огромное количество в XIX веке текстов, которые не только что восполняют утраченный гуманизм, но заставляют его двигаться в каком-то другом направлении, не в таком, как или не в таком, как до этого было, или обнаруживает некоторые новых героев и типологии новые, которые, как бы, возможно, и были до этого, но их не видели. А вот это мифоанализ их обнаружила. Пол Родин, один из таких американских антропологов, он делал полевые исследования с этими Native Americans, индейцами, американцами, и собирал различные мифы, и примерно в 1906-1908 где-то году он вдруг обнаруживает такие мифы, которые об таком герое Вакджуганге, о котором еще это племя Виннибего
к нему мы подойдем, но тем не менее он все эти исследования делает именно в рамках мифа исследований, которые уже и до него, там Фрезер, Эрик Тейлор и другие великие исследователи, Франц Боас делал. И то есть он как бы и не интересуется он особенно такими темами, как философское объяснение гуманизма или бытия человека. Он просто делает свое дело. Пол Родин, он исследует мифологию, он собирает, записывает эти устные рассказы, и он первым собирает материалы о мифологии Вакджуганги, такой, который, и которому дает имя, возможно, он не первый дает имя, но после него оно становится всеобщеизвестным, Трикстера. И после этого, после его работ 1905-1907 годов, которых он еще долгое время не публиковал, а только в статьях показывал, книга о трикстерстве показывается еще только после Второй мировой войны, но тем не менее он это все обсуждает и в статьях, в докладах, и в связи с ним появляется классическое определение и описание Трикстера, что это такое, это примерно так, звучит так, но это не перевод, это я как бы обобщаю его, некоторые вот исследования. Трикстер — это противоречивый и игривый дух, божество в образе животного, бестии, бестия — это полуживотное, получеловек, человека или силы, и творящее события и мир через нарушение обычаев, устоев, норм, законов. То есть Трикстер — это такой карнавальный полубог или дух, который не дотягивает до настоящих богов, но не человек, возможно, герой, но скорее даймон такой сократовский будет, который вместо того, чтобы советовать Сократу серьезные вещи, издевается над Сократом, что-то предлагает, а ты попробуй это. Сократ пробует, ну и дурак говорит, что попробовал. Вот если бы Даймон так поступал, Сократа, то он бы явным образом показался трикстером. Но в анекдотах, то, что я анекдотически пересказал вот этого Даймона, он именно таким образом и показывается. И после Родина начались такие исследования большие, можно ли найти других таких же трикстеров в других мифологиях и в других племенах, и в том числе и античной мифологии. И, конечно, как всегда, те, которые, когда академики ищут, они везде все находят. Они сразу же нашли множество трикстеров, даже больше, чем надо. Однако в то же самое время использовался и другой термин, который Пол Родин тоже использует, когда пишет свои работы о евреях, о путешествиях и мифологиях евреев. Он эти работы пишет в начале 20 века, и он использует термин, который в то время уже широко везде в Европе использовался и является достаточно синонимичным трикстеру, это меркурианство. Меркурианское начало — это люди, которые, это странники, и странники, чужие странники, которые приходят в племена и которые являются внешними по отношению к существующему порядку, и только этим внешним по существующему порядку и разрешается менять порядки. То есть как бы изнутри никак нельзя, но и к странникам в Европе относятся в первую очередь евреи. И, например, в каком-нибудь белорусской или литовской деревне, традиционной деревне, так предполагается, что никакие реформы не будут проходить вообще, но странникам, евреям, разрешается делать то, что всем другим запрещается. Почему? Потому что они не свои. Они своим можно и даже ожидается. И вот это меркурианское начало. Потом такой Юрий Слезкин написал работу именно про меркурианское начало, которым исследует не только евреев путешествующих, но и различные другие народности, например, там, китайцев или малазийцев, которые путешествуют по всему миру. И в принципе они выполняют подобную функцию, что и евреи. И вот эта конкуренция между одним нарративом научным о трикстерстве
и другим нарративом, существующим в то же самое время, меркурианством, начинается, и это как бы, по моему мнению, как бы перевод мифологических образов в социальные образы. То, что трикстерство обсуждалось в рамках мифологических образов, то меркурианство сразу переводят в социальную сферу. После Родина начинается переосмысление античной мифологии, и сразу же замечается, что, возможно, первым трикстером в античной мифологии был Прометей. В последующем, те, которые уже структуралисты приходят, то есть после Родина, такие как Клод Леви-Стросс или Юлиус Греймас и другие структуралисты, они говорят, вот такой подход односторонний, однобокий к Прометею не очень хороший. И потому что мы должны различать или трикстера, или трикстерство. Трикстер — это мифологический образ трикстерства, конечно. И некоторые вот персоны, такие как Меркурий, Гермес, последующий Меркурий, в принципе, иногда могут выражать трикстерство. Они похожи там. Но структуралисты говорят, что это не совсем хороший подход, вот такой образ одного трикстерства изучать, одного трикстера изучать и предполагать, что это является трикстерством, поскольку трикстерство — это явление или даже некоторая суть, некоторая интенциональность, которая в текстах присутствует. И эта интенциональность не обязательно, или феномен не обязательно должен нам являться через точный образ или точное событие. И поэтому вдруг уже в рамках структурализма говорится, что в принципе трикстер, он выражается через отношения. Некоторые отношения, и можно поискать, каковы могут быть отношения особые, которые мы назвали бы трикстерством в трудах, отчасти Теогонии и большей частью в трудах и днях Гесиода, и тогда говорится отношения Прометея и Пандоры. То есть там ведь речь идет не о том, Гесиод рассказывает, что какой негодяй был Прометей, а о том, что воровству Прометея сразу противопоставляется сотворение женщины из глины, и то, что эта женщина является красавицей, одаренной всеми божественными благами, все одаренные. Но с другой стороны, эта вся одаренность сделана таким образом, чтобы она горела любопытством, и при этом любопытстве ей дарится кувшин, именно кувшин питья, не у Гесиода, в котором скрываются вот эти все несчастья и соблазны, такие как зависть, ненависть, ярость и подобные вещи, и, конечно, надежда на дне. Но, как отмечают исследователи, вот это противопоставление Прометея и Пандоры, оно является не только отрицательным. Возможно, Гесиод и хотел сделать отрицательным, но через его рассказ, именно через то, что он возносит Пандору, то есть говорит, что она самое красивое, самое прекрасное несчастье, вот это прекрасное несчастье, это похоже на то, что я говорю, духовная подлость. Но сразу же критики обращают внимание, что не является ли счастьем то, что встретился ты с тем, что самое привлекательное. Вот оно принесло тебе ярость и зависть, но ты же получил подарок, то, что самое красивое и самое лучшее. То есть она очень амбивалентна. И отношения Прометея и Пандоры во всех отношениях тоже амбивалентны. И вот это биполярные или антитетические, антиномические отношения Прометея и Пандоры можно и рассматривать как некоторую завязку такую для осмысления трикстерства, а не трикстера. Но, тем не менее, я уже упоминал, что параллельно существует и другой рассказ, как меркурианские люди, которые тоже понимаются не просто как евреи и китайцы, которые я говорил,
А в структурализме они понимаются как отношение, разрешение нарушить все права и не разрешение. То есть существует право на разрушение всех прав. Это такой парадокс, что у кого-то есть право разрушать права. Но это как бы невозможно, потому что это такой как лжец лжет о том, что он лжет. В принципе, это невозможно, но поскольку антиномия разделена в виде отношения, то в социальном плане этот парадокс реализуется, и развитие тогда обществ производится через отношение не разрешения к разрешению тем, которым находится вне запрета, но тем не менее они не являются чем-то одаренными и не имеют никаких преимуществ, и даже более того, они относятся к самым низким и никому не нужным. И, например, кроме евреев, у которых нет никаких прав, но они, не имея никаких прав, могут как бы парадоксальным образом разрушать все права и предлагать некоторые новые права, а кто другие могли в других духовных сферах, и сразу говорится, что, конечно, юродивые, российские, например, они не являются трикстерами в полном смысле этого слова, но они выполняют трикстерскую функцию, они вне порядка, которые имеют потом право разрушать и нечто предлагать новое. Такие же являются мессии, бесконечность мессиев в еврейской культуре. Каждый, как я говорю, в 17-18 веке, наверное, каждые 10 лет появляется новый мессий, и потом он объявляется, что он лже-мессий. И вот этих бесконечность лже-мессий, разоблачений, оно позволяет создать динамику всего народа и динамику групп. И третий такой же элемент — это самозванцы, российские самозванцы, которые, рискуя всем, себя называют чем-то, и вот они оканчивают жизнь в не очень хороших местах потом. Но, тем не менее, вот этот Пол Родин Трикстер, о котором я уже говорил, просто показываю эту книгу, классические издания. И вот я прочту выдержку. Для меня она очень важна. Книга состоит из множества таких анекдотических рассказов о подвигах Вакджуганги. Вакджуганга вынул свой пенис и просунул его в отверстие, но он никак не мог достать дна. Тогда он еще немного вытащил пенис из короба. Вакджуганга носил свой огромный пенис в коробе свернутом, но так ему и не удалось достичь дна. Так он разматывал свой пенис и погружал его все глубже внутрь. Но все напрасно. Наконец он взял то, что еще оставалось, полностью освободил короб, но пенис так и не смог достичь дна. Там в дупло такое он засунул его, в дупло дерева. Наконец Вакджуганга забрался на бревно и попробовал просунуть его так глубоко, как только возможно. Но и на этот раз он не смог достичь дна. «Хо!» — сказал он, от нетерпения внезапно вытащил пенис обратно. К его великому ужасу от пениса осталась только небольшая часть. «Горе мне, что он со мной сделал? Ну, презренная тварь! Ты мне за это заплатишь». Затем он разнес бревно в куски. Там он нашел бурундука и раздавил его там же. К своему ужасу он увидел свой изглотанный пенис. Бурундук сожрал его пенис. «Горе мне, такого прекрасного органа он меня лишил. Но зачем я так говорю? Я сделаю из кусков предметы, которые люди смогут использовать». С этими словами он взял конец своего пениса, и потом он из этого, как видите, создал картошку, создал рис и тому подобное. Все культурные благи из разорванного бурундуком пениса Вакджуганги. Как видите, вот этот рассказ, он во-первых, карнавален,
Во-вторых, он, естественно, нацелен на то, чтобы рассказчик, который рассказывает в Виннибанго племени вот эту историю, он вызвал бы смех, и все бы радостно смеялись и говорили, что за глупец Вакджуганга, но слава ему, он создал наш мир, он является главным культурным героем. Вот эта противоречивость, амбивалентность, уже которая присутствует в самом рассказе, она значительна. Отношения Прометея и Пандоры не карнавальны. Там нет никакой карнавальности, но амбивалентность очень большая. Не знаю, согласился ли бы Родин, что отношения Прометея и Пандоры, и он сам является ли действительно классическим образом трикстера, потому что везде Родин называл, что трикстерские отношения прячет под собой некую карнавальность, и именно из карнавальности вырастает мною обозначенная противоречивость. После этого, не перевел, забыл я с литовского, да, тут трикстеры, которые вот как бестии, вот койот плывет. Но если почитать, например, китайские новеллы, средневековые и более старые, античные, откуда они происходят, то там рассказы о лисах, они именно такие же смешные. Они, во-первых, и смешные, во-вторых, они ужасные. И вот эта амбивалентность позволяет их отнести к трикстерству. Исследование потом такого африканского народа Йоруба, там такой есть всеобщий дух Ориша, который проявляется множеством лиц Эшу. И вот эти все лица Эшу, они карнавальные и издеваются. Например, один такой рассказ, что Эшу показывается двум крестьянам одновременно, но двумя различными образами. Одному он показывается Эшу как красный, а другой как черный. Поскольку крестьяне видят Эшу, вот показался Бог, один крестьянин приходит к другому и говорит: вот ты видел красного Эшу? Нет, говорит, я видел черного Эшу. Что ты мне говоришь? Он же был красный, я точно видел. И таким образом они начинают ругаться и даже подают в суд, начинают преследовать друг друга. Эшу очень долго смеялся над их глупостью. Как и Вакджуганга с пенисом, так и Эшу обманывает народность. Но чтобы вместе с тем это как бы дарует право и правосудие. В литовских мифологии таким духом выступает Айтварас, или летучий дух, огненный змей. Он является в одно время хитрым и коварным. Очень интересно, что этот Айтварас, летучий дух, он был почитаем в литовских деревнях вплоть до начала 20 века. Он никуда не исчезал в самые, что ни на есть, христианские католические времена. То есть все литовские христиане шли в церковь, в костел, да, молились Христу и Богоматери, а дома почитали Айтварасов. Айтварас очень интересный, он очень-очень похож на Бога Эшу по всем своим рассказам. Мало чем отличается, он всегда противоречив, показывается в различных местах, приносит хорошим крестьянам блага и, как Робин Гуд, ворует у богатых. Но если кто-нибудь что-нибудь делает против Айтвараса, то он даже вот этих любимчиков крестьян дома сжигает. И он является огненным духом. Но Перкунас или громовержец по старой мифологии ненавидит вот этого мелкого Айтвараса и постоянно громом его пытается убить. И как только посылает гром, так опять же противоречивость. Из Айтвараса появляется болото, вода. То есть огонь против огня, появляется вода. И в этих болотах мерещат болотные огни. Айтварас выполняет много таких функций. Одна из них функций, которая немножко философская, мне нравится, он является тем, который наказывает, творя колтун. Колтун на волосах. Это не дреды, к которым молодежь привыкла, а колтун. Нечто похожее в принципе. Только не коммерческие дреды, а так. Но колтун он делает не только в волосах, но вместе с тем
и совсем с мыслями или с мышлением, то есть тот, который становится глупцом и дураком, это, говорят, у него колтун в мыслях и колтун в голове. И кто виноват? Айтварас всегда. Айтварас — это значит, что ты не был хитрецом, попытался выгнать Айтвараса, а должен был быть хитрецом и верить в Христа и в Айтвараса. Очень интересно, что нет никаких нарисованных образов нормальных Айтвараса. Трикстерство развивается, развиваясь карнавальству и игривости. Трикстер — это игривый бог, это игривая противоречивость. Поскольку развивается игривость, развивается и трикстерство. Чем больше игривость, форм различных игривости и карнавальности, тем больше развито и трикстерство. Оно не стоит на месте. Поэтому изучать развитие, например, трикстера и трикстерства невозможно без изучения карнавальности, различных народных таких сказаний и оппозиций в сказках, например, которые существуют, а также через изучение других форм игривости, особенно театральные, уличные. И обыкновенно, чаще всего указывается, что к трикстерству европейскому большое влияние на него оказала комедия дель Арте. Джон Фаулс, который написал вот этот маг-роман, он как раз следует и Антонину Арто, и психосимволической индивидуации, которые можно проделать через вот эти различные психосимволические, драматические процедуры. Мне уже объяснили, что я ВКЛ должен был писать, а не ЛВКВ. Ну, ладно. Я же не знаю, как у вас историки привыкли. Нарушать порядки — это нормально. Пусть будет ЛКВ. Да, и чужестранец, который не свой, к тому же, да, ему разрешено. Так, трикстерство и игривость, скоморохи, блуждающие музыканты в Великом княжестве Литовском, они сыграли в одно время очень важную вещь, потому что именно когда говорим о трикстерстве и самозванстве, лжедимитрии, который был объявлен в Кремле после того, как его осудили, что он был коронованный скоморох. Скоморохи в Москве в то время, это 1605-1606 год, смутное время, были запрещены в России. То есть это выдумка католиков, это не российская культура, петрушки еще нету. Он появится только в 18 веке, как реакция, российская реакция на комедию дель Арте, а в это время приходят скоморохи. Скоморохи — трансформированные такие театральные версии, а также версии, возможно, трубадуров, которые доходят до Польши и до княжества Литовского. И когда так называемый лжедимитрий, он захватывает власть в Москве, то он одним из своих указов разрешает деятельность скоморохов. То есть он возвращает скоморохов в Россию, в Москву. И когда его убивают, восставшие там бояре заговор делают, то по преданиям, легендам, на него головой растерзанного бросают скомороковскую одежду, и что это коронованный скоморох. И вот этот образ коронованного скомороха лжедимитрия в начале 20 века начинают задумываться, что же такое вообще самозванство в России, почему их так много? Во всех странах являются самозванцы. Довольно-таки редко и не на такие большие посты. А тут, как не самозванец, так царь. И не один, а 200 за короткое время. То есть бесконечное количество самозванцев. Это как болезнь, и в других местах как случайное явление, а в России классика. Роль самозванца очень экзистенциальна, я бы сказал. Быть в России самозванцем
опасно. Например, если кто-нибудь там на этапах в каторгу, да, объявляет, что он там сын какого-нибудь там царя, Иван Луба, Фаустин, выдал себя за Ивашку Варенка, как сына Мнишека. Сын Мнишека. Марина Мнишек была мужем Лже-Дмитрия I и потом Лже-Дмитрия II, еще дамочка та, которая ее уже образ следует исследовать. Но тем не менее она потом бежала с сыном Лже-Дмитрия I в Украину. Сейчас надо говорить, да, так, местные казаки ей помогали, но тем не менее царские какие-то там отряды ее настигли, и было объявлено, что они зарубили, нет, они повесили Мнишек, ее сына. Но, конечно, что значит в России повесили? Сразу же, после того, как повесили сына Мнишек, через некоторое время сыны Мнишек начали возрождаться. И они стали себя объявлять, что они вот являются действительными царями, а Романовы нет, и другие нет. И объявление это там иногда описывается, как это выглядело. Например, на этапе или где-нибудь там один какой-нибудь человек говорит: я сын Мнишек там, и Дмитрия, настоящего царя. И все говорят: покажи знак. И тот, конечно, расстегивается и показывает у него какой-нибудь там большой знак. И этот знак означает, да, божественное провидение с нами. И он выбрал судьбу. И все начинают уважать этого самозванца. Почему? Потому что у него другого пути, как на трон или на виселицу, нету. Он уже выбрал судьбу свою. И то, что он за это готов положить свою голову и вести за собой народ возможное воображаемое счастье, его делает святым. Каждый мессия не может быть последним в еврейской традиции. За одним мессием обязательно придет другой, потому что только в конце времен придет последний. Так и этот царь, он не может быть последним явлением царя, потому что царь от народа все время будет приходить. И за одним самозванцем придет другие. И так 200 лет подряд, и так каждые 10 лет в России по самозванцу. Эта тема, конечно, была осмыслена широко, но не в рамках меркурианства и не в рамках трикстерства. И вот еще тут себе позволю, я думал эту выкинуть часть, но потом мне объяснили, что в Беларуси можно говорить такие вещи. Думаю, что поскольку я не собираюсь наезжать на Россию как всю и на Украину и что-нибудь, меня заинтересовало одно время имя Игоря Стрелкова-Гиркина. Вы наверняка слышали. И меня заинтересовало именно том, что даже в России постоянно подчеркивали, никто точно не знает, Стрелков это Гиркин или не Гиркин. Вообще неизвестно. Фотографии его есть, но это тот или не тот, непонятно. И потом этот тот или не тот вы могли слышать примерно 3 недели, 4 недели назад. Делали одно социологическое исследование, он оказался популярнее Путина. Но это было, по-моему, только одно единственное исследование, и все исследования на эту тему исчезли мгновенно после этого. Мне он нравится именно как такой персонаж. Я с ним не знаком, поэтому говорю о таком поле легенд о нем. Он археолог по специальности, тем не менее, в любом случае историк, и в конце концов он стал заниматься так называемыми постановочными реконструкциями, реконструкционистом. Это как одна из таких исторических тем археологии, и его любимое поле занятий стало Первая мировая война и гражданская война. Он и сделался для себя, по легендам, любителем Деникина, таким белогвардейцем, который все думали, что это просто игра, что он белогвардеец.
Но он, как и все вот самозванцы, вдруг начал и поверил этому, что он вот настоящий такой белогвардеец, но тот такой белогвардеец, который выполняет, например, указы Второй мировой войны, выпущенные Верховным Советом СССР. По легенде он пишет, и я читал, возможно, его сказки. Вот одна из книг его, «Детектив замка Хельвиборн». Такая, я бы сказал, умная философская сказка детям. Это не какие-нибудь глупые приключения, очень, по-моему, весьма интересная тема, но вместе с тем он еще путешествует по различным местам военным, и вот эта его образность позволяет ему осуществить и провозглашать Новороссию. В конце концов, то, что вы слышали, множество там различных легенд об этой Новороссии, но одно из таких красивых легенд, что тут не будет никаких олигархов, никаких не будет преступников, в конце концов, что это такой возрожденная светлая земля будет. Все это видение обыкновенно, чтобы оно было жизненным, и чтобы энергийным было, по моему мнению, лучше всего такие вещи воплощают люди, у которых есть такие черты быть пророком, мессием или трикстером. И лучше приходить со стороны. Например, он туда приезжает из Москвы. Другой пример, по-моему, тоже годится. Сурков Владислав Юрьевич, помощник и глава администрации президента Путина. Сейчас он не такой пост занимает. Я бы сам и не придумал, что он трикстер или меркурианец. Но вам известный Александр Дугин, такой, его назвал меркурианцем и трикстером. Чтобы он был меркурианец-трикстер, нужно, чтобы он занимался очень странными противоречивыми делами, чтобы был творческий, чтобы был большой авантюрист, чтобы иногда был смешон, но вместе с тем и безжалостен. Все эти следы мы должны и обязаны доказать. У Суркова существует множество имен, и никто не знает точно, которые его до конца, которые нет. Но он работает под именем Суркова Владислава Юрьевича. Он создал движение «Наше». Легенды говорят, что он был ответственен за присоединение Крыма к России, подготовки этого присоединения, по крайней мере, «Крым наш». Вот этот лозунг его. Он, как я говорю, пишет также романы, по крайней мере, 2 романа известны. Он пишет также стихи различным музыкальным группам. Он также известен своими легендами как абсолютно безжалостный и циничный аппаратчик Путина. То есть, в принципе, с одной стороны, он может выступать карнавально, как рок-активист. С другой стороны, он творец несуществующих реальностей. Напомню, кто в Кремль привел Суркова, это был Михаил Ходорковский. Обыкновенно, если почитаем Вакджугангу, Вакджуганга всегда съедает своих детей и всегда предает своих друзей. Почему? Вакджуганга по родину это такая трикстерская личность, который никогда не может оставаться долгое время таким же. Он даже не может, Вакджуганга, оставаться мужчиной. Некоторое время он переодевается, становится женщиной, и находит мужа и рожает детей. Рожает детей, а потом этих всех детей, когда ему надоедает быть женщиной, убивает и уходит. И это тоже должно быть смешно и весело. Но это, поскольку это трикстерский такой рассказ. И кто не является трикстером? Но я пытался, поскольку сначала говорили, что обязательно по украинской и российской теме такой актуальной буду говорить. И я тут прилип к Борису Евгеньевичу Ложкину. Не знаю почему, он на него лицо смотрел, сказал себе, ну вот трикстерское лицо. И стал его занудно изучать, чем он занимается, искать, пишет ли книги, музыку какую-нибудь, пишет что-нибудь там, создал какую-нибудь республику, чьим-нибудь президентом себе объявил. Да нет, он не является никоим образом трикстером. Все, что я пытался
И поэтому мне он показался и важен для того, чтобы потом проанализировать, что не является трикстерством, чтобы не все являлось к нам. Например, он сам пишет, его там различные журналисты, о нем пишут, что он является профессиональным творцом медиа-контента. То есть он в медиасферах действительно был журналистом, писал статьи, там, созидал новые журналы, но это было все время позитивная деятельность. Он никогда не предавал того, чем занимается. Он все время следовал такой же линии. Он никогда не кидал, в кавычках, своих проектов, как Сурков кидает. Он создает и отказывается. И говорит, что не мои дети это. Он ни у кого ничего не ворует в прямом смысле. То есть он создает какие-то медиагруппы, потом их развивает, продает, делает бизнес, потом сделает это международную такую группу UMH, которая там объединяет United Media Holding Group, который объединяет множество журналов, телевидения и особенно радиоканалов, который он недавно в этом году как раз продал, поскольку стал главой администрации президента Украины. Но в принципе он творческий, меру авантюрный, упорный, последовательный, созидательный, хороший организатор, решителен, коммуникабелен, политичен, способен к переговорам, понимает динамику групп, все это прекрасно. Но все эти черты столь хорошие, ничего общего с трикстерством не имеют. Он не является трикстером. Но тем не менее я попробовал использовать и другие модели, которые я сейчас сравню. Он не является и макиавеллистом, и не является, увы, übermensch в ничаневском смысле. Он просто хороший, авантюрный, творческий, коммуникабельный, современный, возможно, немножко циничный бизнесмен. Я попытался просто сравнить модели. Трикстер – это игровой творец. Макиавеллист – расчетливый политик, он никогда не игривый. Übermensch во многих работах Ницше – это игривый творец, тот же самый, сначала кажется очень похож, поскольку Ницше тоже указывает и на того же Прометея, как на одного и Диониса, и Прометея, как на его таких образов, которым бы хотел он следовать. Трикстер открытый всегда, то есть он со своей ролью приходит, как со своей всей душой, и любой самозванец, и мессия, и Стрелков, они открытые. Макиавеллист тайный, Übermensch тоже открытый, Заратустра нигде не врет и говорит, что думает. Но дело в том, что трикстер всегда нарушает в конце концов свои правила и перешагивает созданное, придает созданное племя и проект. Макиавеллист, он по ту сторону правил и идеологии вообще ему к этому нарушает, не нарушает правила, не относится, он по-другому играет. А Übermensch стремится следовать своим правилам. То есть он вот Прометей, и который будет мучиться потом прикованным, да, он не разыграет, он не предаст то, что создал. Бакджуганга, например, все время изменяет своим правилам. Как только все начинают в племени верить, что так есть, Бакджуганга поступает по-другому, да. Все, когда начинают верить, что он святая женщина, он превращается обратно в каннибала-мужчину. Трикстер далек от Вилля Цурмахт Ничаневского. Он не стремится навсегда приобрести власть. Он приобретает эту власть и теряет ее. Возможно, в этом тайна то, что самозванцы никогда не остаются в России у власти. То есть они могут становиться царями, обязательно эту власть потом теряют. Вы можете сказать, конечно, если он не потеряет, если он там останется, да, навсегда, то это как бы нарушит мною введенные правила. Но не нарушит, он не будет трикстер. Самозванец только потому и самозванец, что в конце концов его вешают. Ну, метафорически хотя бы вешают. Но дело в том, что это и является парадоксально
той антиномичностью, той парадоксальностью, которую я сразу говорил, как трикстерство, а не то, что сам самозванец трикстер. Самозванец вступает в такие парадоксальные антиномические отношения с властью, и как мессия вступает с парадоксальным отношением с временем, что он и обязательно должен явиться мессием, но он никак не может быть настоящим мессием, потому что с мессием кончаются времена. Например, Прометей в сочинении Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» близок, он там просто так и пишет, близок к трагической мощи, но не к карнавальности. А Вакджуганга карнавален. Когда читаешь, как пишет о Дионисии, который должен был как бы быть смешон по персонажу, то он не является смешным у Ницше, он трагически возвращается в лоно природы, экстатически возвращается в лоно природы, но не смешным образом. То есть хохотать не приходится, тем более хохотать над Прометеем. Тем временем, когда бог Ошу показывается, или когда показывается Вакджуганга или другие, то этот момент карнавальности весьма вероятен. Вот цитата, еще одна. Ницше из «Веселой науки», чтобы просто проиллюстрировать. Ницше пишет: греку, напротив, ближе оказывалась мысль, что даже кощунство может обладать достоинством. Как, например, когда я говорил о Пандоре. Да? Даже воровство, как у Прометея, даже убой скота, как обнаружение безрассудной зависти в случае Якса, это было их потребностью возвести преступление в достоинство и сотворить его с достоинством, изобрести трагедию, некое искусство и некое удовольствие, которое глубочайшим образом осталось чуждым еврею, несмотря на всю его поэтическую одаренность и склонность к возвышенному. Вот это отсутствие меркуриальности, то, что присутствует в еврейской культуре, и то, что убирает Ницше из греческой традиции, вот это еврейство, в конце концов и, возможно, является тем моментом, почему Ницше не видит в мною приведенных примерах никакого трикстерства. Я хочу процитировать вам Виктора Януковича. Он тут разносит парламент и говорит, цитата: «Самозванцы не имеют мандата доверия украинского народа». Как я увидел, что он пишет про самозванцев, сразу понял, что для меня пишет. «И они не имеют права лишать каждого гражданина Украины его права голоса путем внесения антиконституционных изменений в законодательство, в том числе о выборах президента». И так далее. Там долго говорит: хаос в рядах законодателей порождает хаос вне стен парламента. Но, конечно, замечательная буквально цитата для тех, кто анализирует самозванцев, трикстеров и меркурианцев. Он совершенно прав. Самозванцы никогда не имеют мандата, потому что они приходят со стороны и мандата не могут иметь, поэтому они являются самозванцами. Роль самозванца и является сделать изменения антиконституционных изменений, поскольку это и есть призвание самозванца. Только в этом роде, в виде самозванца, выступает у Януковича не какая-нибудь личность, а весь Майдан. Весь Майдан для него является трикстером. Трикстер, который приходит извне, нарушает все антиконституционные права и все изменяет и уходит, как бы ничего не случившись. Совершенно прав. Именно так и происходит история. Именно так и делаются умные вещи. Не понимая до конца, что он говорит, вещает правду Виктор Янукович. Ну все, спасибо за внимание. Спасибо, Гинтот, за крайне увлекательную и интересную лекцию. Андрей Рощинский.
У меня несколько вопросов. Первый вопрос. Да, давайте. Первый вопрос. Политические фигуры, как трикстеры. Дело в том, что было исследование Арпада Шелкачея, который считает, что трикстерами были Гитлер и Муссолини. То есть там как раз, если взять Гитлера и Муссолини, то как раз воля к власти там более чем присутствует. Но закончили они, конечно, как трикстеры. И по-вашему, с вашей точки зрения, они являются трикстерами или не являются? Нет, по моему мнению, они не являются трикстерами. Ничего трикстерского в ваших названных фигурах, первых двух Сталин и Гитлер, я не вижу в том, что, исследуя из тех материалов, которые опубликованы, возможно, в какие-то моменты, в отдельности, в отдельные моменты Муссолини мог бы иметь таких. Мне более приемлем такой был бы вопрос. Имеет ли черты трикстерства Сталин? Не трикстером является, но и были ли у него черты трикстерства? Из того, что все читал я о нем много, нет. И Гитлер никаких черт трикстерства тоже не имеет. Вообще не карнавальные люди. По вашему мнению, как связано трикстерство с психологическими патологиями? Психопатия, акцентуация характера, психоза? Есть, я смотрел, есть специальная психология, такая тема, только они не к трикстерам, это называют меркуриальным человеком, меркуриальной личностью. Меркуриальной личностью считается патология. Вот все то, что я назвал, только возведенное в определенный ранг считается патологией, которые нужно лечить. Но, по-моему, вообще прекрасное культурное явление, которое надо беречь. А не получается ли так, что если самозванец не свергнут, то он уже не трикстер, мы не можем его назвать трикстером? Да. А если свергнут, то трикстер? Согласен с вами. Поскольку вот под занавес как-то несколько, на мой взгляд, довольно разных таких культурных пластов оказалось обобщены. Это еврейство, с одной стороны, а с другой стороны, народная карнавальность. Вот мне интересно, из какой такой перспективы можно было бы обобщить этот культурный материал, столь различный? Это первый вопрос. А второй вопрос, поскольку твоя симпатия к этой фигуре очевидна, вот в отличие от коллеги, мой вопрос касается не психологического такого обоснования возможного, а как бы, на твой взгляд, выглядела философская апология фигуры трикстера? Ну, первое, что когда люди, которые пишут про меркуриальные народности, имеют в виду не всех меркурианцев, ввиду не всех евреев, а, сейчас я покажу, не все евреи, а так называемые рахданиты. Слезкин, например, который пишет о меркурианцев, он говорит о путешествующих евреях, торговцев. У них было специальное даже имя рахданиты. Но рахданитами попозже начали называть всех тех, которые путешествуют по всему миру. Вот те же евреи, которые относятся к гетто, они не считаются меркурианцами. Они уже местные евреи, которые живут по своим особым правилам. Но тем не менее, возможно, меркурианцами в определенное время можно было назвать всех средней категории купцов. Поскольку среди этих купцов весьма много было путешествующих евреев, и только поэтому относится к меркуриальному началу. Когда я говорю о карнавальности, я имею в виду это классическое определение карнавальности Бахтина. И только, никакие не другие карнавальности. То есть та карнавальность, которая постоянно противопоставляет высокое и низкое. И вот этот рахданит противопоставляет далекое и близкое, а тут высокое и низкое. Амбивалентность рахданита происходит из соотношения виденных далеких правил и существующего положения дел. То есть рахданит как бы говорит, а вот видите, в Китае такое, а вы вот видите, в этой Индии другое.
и он рассказывает им рассказы о неких красивых, прекрасных местах, из чего в последующем и утопия рождается. Утопичность мысли, вот этой географической, и утопичность мысли карнавальной, то есть высокой и низкой, они в какой-то момент перекрещиваются. То есть один рассказ идеальная, далекая, переодетая, ведь этот путешественник показывается переодетым и переодевает другое, и карнавальное то же самое переодетое и переодевает, и время рассказа, и время вот этого события карнавального, время события встречи с иным, который к тебе приходит, и одно имеет право менять все правила и нарушать святое, и другое, путешественник имеет возможность привносить новые правила и менять святое, то в принципе в таком плане они, меркуриальность и трикстерство совпадают. Но другое дело в том, что почему, например, Родин, который знал о меркурианстве, начинает использовать слово трикстер вместо Меркурий, меркурианское начало, то он ведь мог бы назвать, например, Вакджугангу Меркурием, да, там, индийским, или там, индийским Гермесом, или там, Геркулесом. В принципе, даже истории некоторые были похожи. Но на этот вопрос у меня есть такой ответ. Трикстер в первую очередь, да, как я и говорю, относится к высокому низкому, но не к далекому близкому. А меркурианец относится в первую очередь, так уже сложилось, к далекому близкому, этому отношению, но не к высокому низкому. Но, как я говорил, и Бахтин об этом говорит, в определенный момент эти направления совпадают, перекрещиваются. И тому, и этому разрешаются похожие вещи. Самозванец относится, видимо, к высокому, низкому. Если почитать историю самого Дмитрия, реальное признание его как царя случается только тогда, когда казаки его признают, что он царь, а не то, что польское, это польско-литовское там воинство его признает. И отсюда его успехи, потому что в него поверили, потому что появилась, видимо, вот эта высокая, низкая, да, взаимосвязь, но не далекое, близкое. Далекое, близкое, то, что он приходит из Речи Посполитой, уже особого значения не имеет. А второй вопрос был... Дело в том, что фигура трикстерства позволяет нам избежать обязательного говорения о правде и лжи. Вместо правды и лжи появляется такая вещь, как разоблачение, разрешение создавать некоторые новые истории, которые мы, видимо, можем опознать, что они не являются истинными, но мы их воспринимаем как факт их самого присутствия, и этот факт присутствия нас относит не к логическим или позитивным категориям истины или лжи, но относит к категории бытия. Был такой антрополог, сейчас сошлюсь на антрополога в первую очередь, Винсент Крапанзанон. Он написал одну философскую книгу, которая называется «Дилемма Гермеса». И в этой дилемме Гермеса он пишет о трикстерах, хотя и использует слово Меркурий и Гермес. И он говорит, что настоящий антрополог, который приезжает в чужое племя, он является трикстером и пользуется трикстерским методом. Почему? Потому что если это действительно чужое племя, чужая мифология, трудно понимаемый язык, то этот антрополог всегда прикидывается, что он понимает то, что делает. Потому что другие еще хуже понимают то, что он делает. И тогда он, выезжая оттуда, всем рассказывает, что там происходило в этом племени, какая там существует мифология. Вообще-то он врет, и он является трикстером. Но дело в том, что никакой другой возможности не существует для познания. Кто-то должен начать с предрассудка, со лжи, которая потом будет разоблачена
через некоторое время. Но дело в том, что когда будет разоблачена, и племя, и антропологи уже будут изменены, они изменятся. Уже такого же состояния не будет. И поэтому вот это такое трикстерское движение, оно является созидательным. Лжедмитрий I, по моему мнению, но сейчас многие историки российские также высказывают, он создает новые прецеденты, новую возможность российской истории. Он вообще вводит совершенно новые правила, которых никогда в России не существовало. Он открывает другую возможность и исчезает из этой возможности. Но поскольку это приходит извне и как непонятое, поэтому в философии чаще всего отсутствует трикстерство. И по моему мнению, это большой недостаток философии. Значит, мы возвращаемся к принципу карнавала. Существует время и место, когда установленные правила, установленные развлечения доброго и злого, правильного и неправильного отменяются. И в этом заключалась суть озвученной тобой философской апологии. В культуре важен принцип, который подвешивал бы установленную систему правил. Но тот период, который описывается Бахтиным, карнавальная культура, тогда трикстер в то время работал по совершенно определенным правилам. То есть предложенная тобой апология работала, но при одном условии. У карнавала были свои правила, свое время и место. Отсюда вопрос. Кто устанавливает правила для трикстера сегодня? И что это за правила? Трикстер является очень такой парадоксальной фигурой. С одной стороны, мы говорим, что он имеет право, но внутри этой системы, которую он нарушает, он этого права не имеет. Он и имеет, и не имеет права в одно и то же время. То есть, если кто-нибудь скажет, что самозванец имеет право явиться в России, что где-нибудь там это записано, нет, его там нету. В российском, ни в каком имперском, не только что законодательстве, но в неписанных законах права на самозванство нету. Но тем не менее, различные фигуры, которые могут показаться в образе трикстера, они обязательно показываются именно как то, что сама система живет за счет того, что вот эту парадоксальность допускает. Сама культура и менталитет, который укоренен в этой культуре, обязательно допускает парадоксальность своего происхождения и протяжения. Если оно не допускает этой парадоксальности, оно перестает развиваться. Парадоксальность состоит в том, что должен еще присутствовать тот, который имеет право, не имея никаких прав. Существующее, несуществующее должно быть вместе с нами для того, чтобы все эти наши правила вокруг бы менялись. Вы начали свою лекцию про трикстера как некого духа, полубога, как некое мифическое создание, а потом перешли в таких воплощение трикстеров в людях, то есть реальных живых персонажей, приводили примеры. Вот. И в то же время различили трикстерство как, наверное, качество, которое можно развивать, проявлять для достижения каких-то бонусов, которые не предусмотрены системой. Вот. И тут высказывался, скажем так, предположение, откуда, как люди становятся по-настоящему трикстерами, они просто осваивают несколько приемчиков. Высказывалась версия психологическая, а у меня такой более вопрос, скажем, ваша версия происхождения, трикстерство в людях, это призвание, это проклятие, или это вселение духа этого древнего, то есть как люди, живые персонажи, становятся такими трикстерами, которыми, я так понимаю, не перестают быть всю жизнь до самой смерти. Вы ответили, в принципе. Да, я мог бы сказать, так и есть, что, как вы говорите, но просто можно перевести, что вселился в нас какой-то неопределенный дух, видение нового счастья и новых человеческих отношений на этом бедном клочке земли. И тогда вы, объятые
вот этой божественной яростью начинаете воплощать, а потом понимаете, что вы только человек, и вообще не понимаете, что делали до этого. Оставляете этому своему герою и дальше быть мифом, а сами уходите или умираете. Но в принципе, как я говорил, это, да, трикстер это не человек, это некое структурное, нарративное, духовное начало, которое может через определенного человека проявиться путем вашего вдохновления в то, что вы хотите осуществить, путем следования традициям, путем того, что вот эта традиция присутствует в данном народе, который принимает вот трикстерство несмотря ни на что. Например, я говорил об этом Айтварес в Литве. Сколько католическая церковь с ним не боролась. Айтварес приспособился к кресту и Деве Марии, к костелам. Он сожительствует рядом с ними. Такой титан в Олимпе, да, как Прометей, титан. Он из другой системы, и его никак не выгнать. Христос не ответственен за вашу удачную яичницу, а Айтварес ответственен за то, чтобы у вас была бы прекрасная яичница. Он в прямом смысле так и рассказывается. Поэтому как бы каждый крестьянин знает в Литве, что Богу Богова, а в дома Айтварес. Вот и все. Ну и ничего, и он никак не выгоняется. И боятся, самое главное, выгнать. Поскольку все-таки трикстер приходит к нам из мифологии, то в нем так или иначе проявляется амбивалентность мифа. С одной стороны, это художественное произведение, художественный образ, а с другой стороны, миф – это всегда директивное, императивное предписание того, кто его понимает как свой миф, для построения собственной судьбы, жизни и так далее, насколько это вообще подвластно человеку для построения чего-то. Да? И, в принципе, трикстер так или иначе тоже может быть использован как образец для следования, подражания, осмысления того, что с тобой происходит, если оно происходит не по собственной воле. А с другой стороны, художественный образ, в котором трикстер воплощен, он несет на себе, ну, скажем, такую архаичную атрибутику художественного. Он несет на себе мораль. И эта мораль требует покарания. Например, за ошибки, за то, что хотел как лучше, а получилось как всегда, какая-нибудь гадость там из триктерских затей и так далее. С другой стороны, то, что меня напрягало, когда я это слушал, все, что в моем представлении, такое вот о трикстерстве, несколько расходится с рядом схематичных положений. И в этом смысле формальное, содержательное в трикстерстве, да, там еще какие-то такие вещи, они уже попадают не просто в амбивалентность вот художественного образа и мифа как такового, а в геодалистскую ситуацию. Ну, то есть тщательная формальная фиксация трикстерства как явления с разного рода атрибутами, свойствами и так далее, оказывается не полно, в смысле там непротиворечивости, может быть, там, позволяющей отличить его там, от Меркурия там, и от сверхчеловека и так далее, но оказывается в этом смысле и малосодержательным. Да? То есть приходится постоянно через сито просеивать. Вот это трикстер, вот это не трикстер там, и так далее. Хотя, опять же, возвращаясь к художественному творчеству, я думаю, что существует некая интимная связь с содержанием культуры, в которой порожден миф о трикстере, и атрибутикой самого, или качествами самого трикстера. Поэтому не может быть литовский трикстер похож там, на индийского, или скандинавского, или греческого. И если мы опять возвращаемся к директивности мифа, или к возможности ориентироваться на него как на образец, то тогда осмысление собственной культуры, не ретроспективное, назад,
поисках трикстеров, скажем, там у себя, в нашей нации, а как возможность осмысления того, что происходит сейчас, ну и построения будущего. Потому что любой трикстер имеет определенные планы. Они могут быть ложными, могут быть карнавальными, вывороченными, там, и так далее, но планы какие-то строятся. И тогда заимствование схемы трикстерства, интимно связанного с той культурой, которая его породила, для построения таких планов в своей ситуации, ну, оказывается заведомо трикстерским же, ложным, уводящим совсем не туда. И в общем, уводящим и от трикстерства самого. Поэтому вот эта вот аналогия, ну, не аналогия, значит, параллель с архонизмом и с прихотнями такими, которые инновации на себе несут. Но, как мне кажется, абсолютно не трикстерской природы инновации. И если чужеземцы, прихотня, там, в конце концов ждет там, изгнание или там, еще что-нибудь, то вовсе не за то, что он принес новое, а за то, что он не похож. Тогда как трикстер отвечает за то, что он содеял, по большому счету, вот этого морального императива. Потому что нельзя сделать добро, не имея изнанки какой-то. Чаще всего существует вот параллельно меркурианство, но меркурианство очень довольно... Многие исследователи меркурианства, современные исследователи, кое-как относят к трикстерству. То есть такие переходы уже описаны, но тем не менее они не являются очень популярными. Но с другой стороны, я себя спрашивал, не является ли это узкостью вот этих исследователей. Это вопрос исследований, и я не собираюсь тут окончательного ответа сделать. По поводу вот того, что добрый, злой, добрый или образность, я пытался думать, является ли профессор Мориарти трикстером. Вот знаете, Шерлок Холмс описан. Почему Шерлок Холмс, я думал, все время мне не интересен, и все эти детективы не интересны? Потому что они анализируют, они ничего нового не создают. Шерлок Холмс, по сути, вообще ничего нового не создает. Он настолько не креативен, что трудно представить менее креативного человека. Более того, он абсолютно не имеет никаких способностей к динамике групп и не понимает динамики групп. Он может найти там орудие убийства и кто убил, но понять, почему из-за любви и ненависти кто-то был убит, да, и кто там, чего там, кого соблазнил и что такое соблазн, для него непостижимо. В то же время Мориарти, который очень скудно описан, является у Конан Дойля совершенно иным. То есть он синтезатор, он творец. Но дело в том, что я потом смотрю, у Конан Дойля этот синтез, это как бы дополнение к анализу. Мориарти такой хмурый все время, он такой серый, он гений, но серый, да, и никак он ничего нового особенно не создает. И тогда я стал искать, кто же из преступников может быть похож на трикстера. Но дело в том, что Джокера в фильме The Dark Knight он воплощает, но дело в том, что он воплощает того Джокера, который развивается параллельно комедии Дель-Арте к герметической традиции в картах Таро и в других картах. То есть существует другой путь образов. Не через Конан Дойля, не через Мориарти, не через этих преступников всех там аналитической versus синтетической традиции. Но существует некоторый другой обходный путь вот этого образа, пока наконец появляется преступник-трикстер, который сами создатели этого фильма, они сказали, по моему мнению, Джокер, ну так и случилось потом с последователями, десятки раз интереснее Бэтмена. Он привлекательный, он философичен, он все нарушает и все создает, он буквально живет, все живо этим его миром. Преступный мир, вы помните, не в состоянии принять Джокера, потому что Джокер уничтожает настолько же преступный мир, как и непреступный. У него нету так, чтобы он установил какие-то правила, которых бы сейчас же, в тот же момент
не нарушил. Но для меня было интересно не Джокер, а история происхождения этого образа. Что этот образ возник отнюдь не из детективов. Иисус Христос. Что? Иисус Христос. Я брехал, это далеко не ходил. Ну, не знаю насчет этой параллели, но тем не менее, это то, что я представляю вам, это скорее исследование с множественностью вопросов, а не попытка вам дать окончательный ответ. По-моему, такого ответа и не может быть. Добрый день, Вадим Можейко, Либеральный клуб. Если вернуться к схеме с Джокером, лично мне не хватает между третьей и четвертой картинкой начала 20 века немецкое кино «Фриц Ланг», образ доктора Мамузе. Вы им просто не интересовались или принципиально не относите его к Трикстеру? Не знаю. Ну, и спасибо за подсказку.